11 эпизодов мошенничества. Ущерб без малого 300 миллионов рублей. Сегодня в Вахитовском суде Казани прошли прения сторон по делу Ильи Застеллы. Напомним, он обвиняется в крупном мошенничестве с дорогими иномарками. Среди пострадавших 9 друзей подсудимого. Каждый из них лишился миллионов рублей. Ленар Гинатуллин продолжит. Он 5300 мне должен. 5 миллионов 300 тысяч. 5 миллионов. 300 тысяч. Это как бы небольшая сумма по сравнению с другими людьми. Возле зала суда собираются друзья и знакомые обвиняемого, но они сегодня в качестве потерпевших. Как гласит уголовное дело, Илья Застелла обманул каждого из них на крупную сумму. Ни один из знакомых даже не мог предположить, что дело обернется таким вот образом. Злоупотребил дружескими отношениями, знал его 6 лет. И как бы обычно ей кидают друзей. Сейчас у нас такое время. Сам Илья спокойно прошел с конвоем мимо своих бывших друзей. Занимался автобизнесом, точнее куплей-продажей поддержанных и новых машин. Предлагал друзьям вложить деньги в его бизнес и получать проценты. Многих такое предложение привлекло, и, доверяя бизнес-партнеру, они даже не брали расписку. Среди пострадавших есть и юридические лица. Следователи установили, Застелла заключал с ними договоры на поставку транспортных средств, брал предоплату, но не выполнял своих обещаний. Также похитил автомобиль BMW X6, принадлежащий юридическому лицу. Своими действиями Застелла причинил потерпевшим материальный ущерб на общую сумму более 290 миллионов рублей. Сам Илья Застелла не отрицает, что брал у знакомых деньги, но при этом утверждает, что возвращал бизнес-партнерам заемные средства с процентами. И такая схема действовала много лет. Почему в какой-то момент налаженный бизнес-план дал сбой, осталось неясным. Но обвинение определилось с желаемым наказанием. Прокурор запросил для подсудимого 8 лет лишения свободы. Приговор будет озвучен позднее. Сегодня же суд продлил Илье Застелле меру пресечения в виде ареста до 29 декабря. Ленар Гинатуллин, Наиль Абдуллин, «Вызов 112». Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.